Состоялась пятая дискуссионная площадка депутата Госсобрания Илтумена Якутии Виктора Федорова на тему «Экология и промышленное освоение территории Республики Саха-Якутия». На встрече присутствовали министры, народные депутаты, руководители муниципальных образований, экологи и общественники. Народный депутат Мегино-Кангаласского улуса Юрий Баишев рассказал, что в сентябре планируют провести референдум против размещения газохимии на берегах Лены. Активист-эколог Иван Бурцев говорил о складировании урановых руд на месторождении Лунное в Алданском районе. Ветеран природоохраны Любовь Киприянова рассказала о работе золотодобывающего ООО «Звезда» в Верхоянском улусе, которая работает без контроля всех уровней исполнительной власти. Глава наслега Хаир Устьянского улуса Захар Протопопов заявил, что у них золотодобывающая компания из Иркутска полностью игнорирует все природоохранные законы. И целое лето мы пили грязную воду. Целое лето мы пили грязную воду. Мы осенью поехали на участок. Нам говорили: ребят, портовая вода, с берегов течет и так далее, и так далее. Ничего подобного. Приехали, полигон стоит, все стекает. С крыши есть, все стекает. Я понимаю, конечно, оборудованная вода стоит там, 200 метров, все нормально, оборудованная вода не пускает. И что, мы должны радоваться, что ли? Уважаемые правительства, для нас, глав сельского правительства, населения, вы не заместитель министра, вы не министр, вы правительство, единое целое, понимаете? Мы надеемся на вас очень сильно, на самом деле. Очень сильно на вас надеемся, мы правительство, помогите мне. Правительство, значит, готовит письмо за подписью Егора Афанасьевича. Письмо летит в Москву, через месяц летит обратно письмо, там оно пишет. А это не мы, ребят. Это там в Куларе, короче, там я видел, в хвостохранилище стоит, оттуда стекает. Точно я говорю, мы ни при чем. Якутская геология сидит, признается. На участке ребята лица закрывают, сидят, признаются. Росгеология говорит, это не мы. В этой ситуации мне что делать? Дискуссия продлилась почти 3 часа в формате «Вопрос-ответ», реальный диалог власти и общественников. В выступлениях прозвучали конкретные предложения. У нас бомба на бомбе экологические лежат. С этим надо что-то решать. Большие проблемы решать сейчас и малые ежедневно. Мы говорим, что нужно кончать с этой безобразной экологической обстановкой, которая есть в республике. Почему? Потому что самое большое богатство все-таки республики – это не ее недра, а ее уникальная природа. Наша задача – ее сохранить. Дискуссионная площадка в очередной раз доказала, что диалог между исполнительной властью и населением просто необходим, так как дискуссия показала, что в иной раз решения о разработке полезных ископаемых принимаются без учета экологической экспертизы и мнения местного населения.